Калмыцкая шерсть – сырье для производства шерстяных тканей пользовалась во все времена повышенным спросом у текстильных комбинатов. Кроме того, отходы руна также приносят пользу и доход. Ланолин используется в парфюмерной промышленности и фармацевтике. Кремы, мази, помады – все они на основе ланолина. Сегодня калмыцкая шерсть является тем инструментом, который позволяет степному региону заявить о себе на международном рынке. Подробности у Светланы Аджиевой. Калмыцкая компания по реализации и переработке шерсти уже несколько лет работает на международном рынке. Ежегодно объем обрабатываемой шерсти составляет более 700 тонн. Ее охотно покупают как местные текстильные фабрики, так и конкуренты из-за рубежа. Особым спросом пользуется шерсть тонкорунных пород овец. Выпускаемая продукция имеет высокое качество, классируется как элитное сырье, а также она легко окрашивается в любые цвета. Востребована любая шерсть. Все зависит от того, какой производитель с каким работает вольным комбинатом. Все зависит от того, какой заказ есть у нашего покупателя. Потому что вся шерсть, которая производится в Калмыкии, она вся успешно продается. Это связано с тем, что из одних сортов шерсти производятся одни виды продукции, из других сортов шерсти производятся другие виды продукции. Например, мериносовая шерсть очень хорошо покупает у нас комбинаты, которые занимаются пошивом формы. Полугрубую шерсть покупают другие страны, которые производят иную продукцию. Некоторые страны очень хорошо относятся именно к полугрубым сортам и просят нам поставлять им именно только полугрубые сорта. Кто-то просит светлые, кто-то просит темные. Легкая промышленность, она в силу своего большого ассортимента нуждается в разных сортах. Исходя из этого, мы выбираем поставщика, выбираем страну. Несмотря на то, что с каждым годом все больше фермеров делают уклон в сторону мясной породы овец, в республике достаточно хозяйств по выращиванию тонкорунных, говорит технолог. На предприятии комфортные условия работы, бесплатная развозка и питание. По окончанию стригальной кампании на переработку шерсти привлекаются дополнительные рабочие места. Процесс по переработке шерсти налажен. Руно сначала закупают у фермеров, затем классируют и кипуют. Производство безотходное. Все до клочка шерсти идет в производство. Я могу сравнить с прошлым годом. В прошлом году шерсть была похуже, потому что кормовая база была хуже. В этом году шерсть получше. Единственное, что, конечно, мало тонкорунной шерсти уже мало. Видите, из такой кучи мы выбираем по клочкам практически меринос, полутонкую. Вся остальная шерсть уже идет полугрубая. Цена шерсти, она складывается из тонины. Чем тоньше шерсть, тем она дороже. Из калмыцкой шерсти изделия ценятся, конечно. И здесь еще сохранилась более-менее тонкая шерсть. Для большего охвата рынка сегодня нужна логистика, ведь главная задача – доставить клиенту заказ в срок. При этом умудриться сэкономить на курьерах и топливе, говорит предприниматель. В этот процесс вмешалась пандемия коронавируса, которая привела к смене покупательских предпочтений, сделав доставку одним из важнейших конкурентных преимуществ. Сегодня, благодаря правительственным программам поддержки предпринимательства, многие предприятия расширили географию. Да, мы получили за 2021 и в 2022 году тоже получаем поддержку Центра поддержки экспорта. Мы воспользовались услугами их, и сейчас мы, кстати, тоже совместно с ними разрабатываем макет сайта или двух-, или трехязычного. Сейчас посмотрим, как это будет, исходя из нынешней экономической ситуации. И планируем, что этот сайт будет нам помогать в современных условиях продавать шерсть, открывать новые рынки. Это связано с тем, что сейчас в мире происходит все-таки движение капиталов. Это сейчас такое, небольшое перераспределение, да? И мы очень внимательно смотрим за тем, как происходят логистические измены, как сейчас происходит движение товаров. Исходя из этого, мы будем открывать для себя новые рынки. В 2021 году мы экспортировали порядка 700 тонн в 5 стран мира. Это Индия, Китай, Уругвай, это Польша и Беларусь. Калмыцкая шерсть – одно из стратегически важных направлений в экономике республики и страны в целом, а ее качество в перспективе может стать мировым брендом. Светлана Аджиева, Ачирубушаев, информационная программа «День республики».